Доброе утро, наши телезрители! В эфире главного национального канала передача «Новый день». С вами Евгения Гурулева. И Максим Гоголев. Мы с вами встречаем последнюю пятницу уходящего года. Я надеюсь, у вас отличное настроение. Друзья, но сегодня тоже праздники отмечаются. Сегодня отмечают профессиональный праздник спасатели Российской Федерации. А вообще этот праздник был учрежден 26 декабря 1995 года, потому что 27 декабря 1990 года на основании постановления Совета министров РСФСР еще тогда был образован Российский корпус спасателей. Дата принятия этого постановления считается временем образования МЧС и профессиональным праздником российских спасателей. Мы с большим удовольствием поздравляем вас, друзья. Также ежегодно 27 декабря в мире празднуется День Шиворот на выворот. В этот день можно себе позволить быть невнимательным и немного рассеянным, сообщает Видкрики. Шиворот на выворот – это маленький праздник для тех, кто раз надевал одежду задом наперед, забывал дома ключи или терял на улице города. Нам всем свойственна забывчивость и невнимательность, и такой праздник был придуман для того, чтобы позволить себе немного рассеянности. Этот праздник напоминает людям, что в них еще живет озорной ребенок. Так что не стоит пугаться, если что-то пошло не так. Относитесь к этому с юмором. Также сегодня день памяти апостола Иоанна, автора одного из Евангелий Иисуса Христа и Откровения. Иоанн был сыном Завидея и Соломии, дочери святого обручника Иосифа. Он был призван Иисусом в число своих учеников, и, оставив отца своего в лодке, он вместе с своим братом Иаковом последовал за Христом. Вообще, апостол Иоанн был особенно любим Господом за совершенную свою доброту и чистоту. После своего призвания святой Иоанн не расставался со Спасителем и был одним из тех учеников, которые особенно были приближены к нему, потому что даже на кресте Иисус поручил ему заботиться о своей матери, о Деве Марии. Да. Что ж, мы хотели бы напомнить вам, что в прямом эфире у нас работает номер WhatsApp 8 914 279 22 62. Поздравьте своих друзей, близких, родных с наступающим Новым годом. Или можете передать привет даже нам. Далее давайте узнаем, какая погода ждет нас на сегодня. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, центральные улусы в 6 часов утра минус 34, минус 45, днем минус 34, минус 47. Заречье минус 45, минус 50, днем минус 43, минус 47, южные улусы минус 25, минус 36, днем минус 26, минус 28, Вилюйские улусы минус 29, минус 36, днем минус 24, минус 31, Нижнеленские улусы минус 33, минус 38, днем минус 38, минус 43. Да, холоднее, чем утром. Западные улусы минус 25, минус 27, днем 24, 29. Колымо-Индигирские улусы минус 24, минус 49, днем минус 28, минус 37. Янские улусы минус 44, минус 47, днем минус 27, минус 41. Северо-западные улусы минус 28, минус 33, днем минус 30, минус 39. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха минус 46, минус 48 градусов. Атмосферное давление 769 миллиметров ртутного столба. Ветер северный 1-2 метра в секунду. Днем ожидается минус 43, минус 45 градусов. Незначительно теплее, чем вчера, но я думаю, что детки наши уже ушли на каникулы и сидят в тепле дома. Да, или спят. Да. Ну а мы, друзья, продолжаем. У нас сейчас пришло время гостей. И кто же у нас в гостях? Дарья Анатольевна Яковлева, заместитель начальника АУ ИПДН УМУП МВД России Якутская. И наши гости следующие кто? Снегурочка. Марианна Ивановна Никифорова, старший инспектор ПДН отдела полиции номер 1, и Дед Мороз Дмитрий Александрович Лаптев, помощник оперативного дежурного отдела полиции номер 1. Ну, прямо все карты раскрыли. Доброе утро. Вы сегодня нам расскажете про акцию «Подари волшебство», верно? Да, как у вас настроение? Сегодня, наверное, самый такой насыщенный день у вас будет, да? Да, настроение праздничное. Поздравляем вас с наступающим. Спасибо большое. Ну и так поподробнее про акцию. Что Расскажите, когда началась, с чего началась? Эта акция началась у нас 14 лет назад с подачи нашего руководителя, начальника межмуниципального управления МВД России Якутская Николая Ивановича Кульбертинова. Тогда, 14 лет назад, было решено
каждый год под Новый год дарить детям праздник. Мы дарим семьям, детям, состоящим у нас на профилактическом учете, ну и находящимся в трудной жизненной ситуации подарки. Именно сладкие подарки. И вот сотрудники полиции у нас переодеваются, это обычно инспекторы ПДН. Ну и у нас Одну форму на другую меняете, да? форму на другую, и ездят по семьям, поздравляют детей, ну, дарят радость. Вообще, как проходит акция, да? То есть вот в этом году она сколько дней уже как стартовала? Этот день уже стартовала как уже неделю, наверное, практически. Уже неделю Да. вы ходите нарядные по семьям. Как вас встречают? Ждут уже, наверное, за 14 лет, да? Конечно, Знают, есть что вы придете, семьи, да? которые вот постоянно приезжаем, дарим подарки. Как вас встречают А дети? вы как родители? бессменный Дед Мороз? Кстати, да. Сменно. Ну, В как-то этом году приходится. дежурство ваше или вообще есть несколько коллективов? Нет, у нас вот в каждом отделе, у нас по городу Якутску есть 4 отдела полиции, также есть отделение полиции Жатайская. И в каждом вот по такому красивому Деду Морозу и вот по такой нарядной, красивой Снегурочке. Представляем Да, первый отдел полиции. Первый отдел, да? Дмитрий Лаптев, вот я хочу сказать, он бессменный Дед Мороз на протяжении уже многих лет. А в декабре я работаю Дедом Морозом. Да. Вообще сами как ощущаете себя в этом образе? Сложно ли, скажем так, менять форматы, играть немножко в Снегурочку, с детьми, с родителями тоже общаться? Как проходят вот эти встречи? Ну, в этом году роздано подарков 1268, общее количество. Очень много. А, Это вы посетили В основном- 1268 семей, да? Нет, Ну, это где-то многодетные по 2, семьи. да, возможно, где-то по 3. Мгм. Но тем не менее подарков очень много, да? Подарков очень много. В основном собрали многое количество сотрудники именно органов внутренних дел, а также наши социальные партнеры и простой обычный народ собрал тоже. Как вы формируете эти подарки? Своими силами получается? Ну, каждый год, вот как сказала Марьяна Ивановна, нам очень сильно помогают наши партнеры. Кроме того, мы сами, сотрудники, не стоим в стороне. В этом году, например, порядка 700 подарков мы собрали, сами сотрудники, да. И бывает так трогательно, когда граждане участвуют и приносят буквально по одному, по два подарка. Был у нас такой случай, когда, вот, допустим, в прошлом году пришла девушка молодая, принесла один подарок и говорит: я сама живу на 17-м квартале и вас прошу, чтобы вы подарили именно вот ребенку с квартала. Ну, конечно Конкретному, же, да? конкретному. Ну, как на выбор, конечно, но мы выполнили ее указания, отправили ей фотографию, это было очень приятно, волнительно. Вообще, ваши ощущения, когда вы вручаете эти подарки, вот как вы себя чувствуете? Как вы... праздник все ближе для вас в эти моменты? Да, конечно, все ближе и как-то, ну вот эмоции детей, да, то, что вот у меня случай был, в прошлом году, например, приезжал на Сайсары, там девочка, инвалид, как получается, она неразговорчивая была. Ну, Закрытая, да? да, закрытая. Не то, что закрытая, у нее вот инвалидность в этом. Ага. А в этом году пришел, она разговаривает со мной, вот, уже улучшилось заговорила, состояние. уже научилась разговаривать, и вот это, ну, радостно. Да, в даже. какой-то мере вы Порадовались помогли, вы. да, раскрыться. Да. Вообще вот эта инициатива, да, вашей службы замечательная, мне кажется же, она создает как бы целую волну социальную, правильно? Да, действительно. Вот мы заметили, что сейчас очень много таких акций. Это очень приятно, что люди присоединяются. Но тогда, 14 лет назад, как говорит наш Николай Иванович, мы начинали первыми. Ну хорошо, есть у вас прекрасная возможность и передать привет вашим коллегам, да, и, возможно, даже, да, если Дедушка Мороз со Снегурочкой сейчас настроится, поздравить ребятишек и их родителей. Да, передаем им слово. Всех коллег поздравляю с наступающим Новым годом. Желаем счастья, здоровья. А также всем гражданам тоже с наступающим Новым годом всех поздравляем. И с наступающим Новым годом. И еще раз с Море наступающим улыбок. Новым годом. Счастья. Вам большое спасибо, что пришли, и у вас замечательная инициатива. Дарите и дальше счастье, подарки и тепло своих сердец вашим подопечным. Спасибо. Спасибо, что пришли. Друзья, ну а на такой хорошей ноте мы не прощаемся, естественно, мы продолжаем наш эфир. Вы знаете, на самом деле праздники праздниками, а подарки нужно покупать
очень скоро, сегодня-завтра последние дни Ну остались. И если вы думаете, что подарить самым любимым, самым близким, думаю, стоит рассмотреть вариант матраса. И не удивляйтесь, ведь в снах мы проводим треть нашей жизни. Ну И да. если вы спите неудобно, то никакой энергии, никакого восстановления у вас не будет. Поэтому матрас хороший вариант для подарка. Утро действительно доброе, если вы хорошо выспались, отдохнули и готовы к новым трудовым будням. А основой здорового, комфортного сна является ортопедический матрац. Матрасы делятся у нас на два типа. Это, получается, беспружинные матрасы и пружинные матрасы. Пружинные матрасы, они у нас идут с независимым блоком пружин. То есть каждый блок пружин упакован, ну, то есть каждая ячейка упакована отдельно. Друг от друга она не зависит. Это очень оптимальный и точный выбор клиента. Сравнивая различные модели матрасов, вы можете задаться закономерным вопросом, какой из них ортопедическим и в чем его преимущество. Ортопедическим считается матрац, который способен равномерно распределить нагрузку, повторить контур человеческого тела, поддерживать его оптимальное положение во время сна. Также у нас матрасы представлены двухсторонние, всех, ну, то есть разных размеров, там, от 80 до 180 размера, и все, то есть стандартной длиной 2 метра. Высота тоже делится по-разному, то есть все зависит, то есть от наполнителя. Чем больше, соответственно, наполнителя, тем, соответственно, больше высота матраса. Магазин «Пионер» вот уже который год сотрудничает с фабрикой «Мелодия сна». Фабрика известна как производитель ортопедических матрасов и интерьерных кроватей. А ассортимент магазина позволит подобрать матрац, который в наибольшей мере подойдет именно вам. Также благодаря широкому ценовому диапазону каждый может совершить приобретение в рамках запланированного бюджета. Наталья Колесова, Андрей Лазарев. Новый день. Юная хандыкчанка Алиса Кашкан учится в 6 классе Тампонской многопрофильной гимназии имени Вячеслава Штырова. У нее обычное увлечение лепка из пластилина. Особенным его делает сама девочка. Пластилин словно оживает в ее руках, превращаясь в загадочных существ, русалок, животных и таких героев десятки. О своих созданиях Алиса может говорить часами. Дракона, которому еще нет имени, она делает второй день. Особенно трудно далась морда, ведь ей надо придать эмоции и вставить зубы. Для такого размера поделки та еще ювелирная работа. Чего только нет в ее пластилиновой коллекции. Гастрономия в миниатюре, фрукты, овощи. Мультяшные персонажи сменяются авторскими. Многим нет названия, но они населяют придуманный мир Алисы, который умещается в старой картонной коробке. Мне удается делать такие минимизированные работы, то есть вот все точно делать. Ну, это вот мне стоило очень многих трудов, сама обучалась. Но я еще пробовала что-то новое, то есть делала переливы цветов, то есть смешивала пластилин с другим пластилином, либо же как-то вот просто так вот разглаживала пластилин, чтобы был такой плавный переход. У Алисы, как и у любого художника, есть свое уединенное место. Это дом бабушки. Здесь, в тишине за лепкой, она отдыхает душой, погрузившись в мир, созданный своими руками. Это для нее целая пластилиновая планета, где Алиса может создать идеальный мир, в котором она бы хотела жить. За лепкой девочка сидит часами. Если что-то будет не так, может убрать, что-то не получится, восстановить. То есть это мир, которым управляет сама Алиса. Ну, я обычно вот читаю же энциклопедии, и там вот у меня возникает вдохновение. Либо уже вот у меня вдохновение от настроения, либо же когда я вижу какой-нибудь как-то вот фрагмент, то есть вот в книге там вот увидел какое-то животное, либо же на видео, и вот хочу это повторить и немного модифицировать. Родители разделяют интерес своей дочери. Мама Антонина Дмитриевна старается организовать развивающую среду. Алиса, смеясь, говорит, что она в магазинах скупила все пластилины, карандаши и краски. Ведь Алиса Кашкан увлекается не только лепкой, но и рисованием, бисероплетением и даже столярным делом. При этом на всех занятиях она проявляет удивительную работоспособность и усидчивость, что во многом является залогом ее достижений. Алиса очень способна. Если ее развивать, в нее можно, как говорится, больше и больше делать. Она может и шкатулки делать. Она все может. Она девочка такая, которая всю себя отдает работе. Так что останавливаться нельзя никак. Потому что если ее развивать,
она может дойти до моего уровня, делать такие вот картины, допустим. В будущем Алиса мечтает создать в соавторстве с двоюродными сестрами Виолеттой и Ариной пластилиновую игру. А пока она только учится быть волшебником. Да еще каким. Мария Винокурова, Хандыга, Тамбовский район, специально для программы «Новый день». Да, я прям свое детство вспомнил. Я очень много часов проводил на лепке с пластилином. Ну, многие мальчики увлекаются. Я пластилин не любила, но я обожала рисовать, а еще больше я любила танцевать. Мне даже для дома сшили специальные платье цыганочки, я там перед папой с мамой вовсю, да. Ну, потом, Да, конечно, вот меня на танцы отдали. Помню старые пластилины, если ты их долго лепишь, да, у тебя руки теплые, они становятся очень, ну, прям по всей одежде они расплетаются. А Бедные, сейчас очень много бедные пластилинов, да, которые очень удобные и разные. Да, руки не пачкают, все очень хорошо. И, кстати, речь развивает Да. посредством мелкой моторики. Но вообще красивые самобытные костюмы, великолепные постановки танцев – это визитная карточка класса хореографии Токинского филиала школы искусств. Не менее интересны работы художественного направления. Все это преподают в филиале школы искусств. И на днях коллектив отметил маленький, но юбилей – 25 лет. Возможно, дата пока не такая громкая, но опыт, умение, а главное любовь к прекрасному растут у ребят вместе со этими годами. Давайте посмотрим следующий сюжет и порадуемся за наших ребят. Прекрасный вечер подарили собравшимся в клубе села Тако учащиеся филиала школы искусств. Такие вечера не редкость, ребята желанные гости всех мероприятий Наслега, а в этот раз повод – 25 лет со дня образования школы в Наслеге. Загадывайте желание и все вместе. Все считаем. Раз, два, три. Конечно, это очень хорошо. Дети развиваются, все дети вот по возрасту всегда танцуют, и как раз для этого и открылась вот эта школа. Мы очень рады, что дети всегда вот... Действительно, для всех это стало не просто школой, а местом, где ребята раскрывают свои таланты. В школе 3 класса – изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство и хореография. Каждое направление более чем успешно. Для многих это стало выбором жизненного пути. Это у нас Людмила Сергеевна Худаева, Екатерина Борисовна Павлова, Елена Борисовна. И у нас сейчас работают молодые специалисты в Токинском филиале, которые выпускники нашей школы, преподают изобразительное искусство Анна Михайловна и декоративно-прикладное искусство Слепцова Виктория Александровна. Класс хореографии, точнее, ребята сегодня известны уже и за пределами Якутии. Многочисленные победы в конкурсах достаточно отражают работоспособность коллектива. Каждый танец, яркие, необычные костюмы. Тут огромная заслуга родителей. Костюмы мы шьем, приобретаем за свой счет. Ну, не жалко для такого дела. Часто приходится вообще много костюмов? Да, костюмов много, в год по 2-3 танца. И помимо этого еще мелкие, маленькие танцы, выступления бывают. Так что, ну да, и костюмы у нас непростые, всегда с выдумкой. Само здание филиала, конечно, старенькое, но вот еще одно доказательство таланта и руководителей, и ребятишек. Все это не мешает ярко проявлять себя и любить выбранный путь. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Что ж, чуть повзрослев, и мне привелось когда-то танцевать. Далее, сегодня в рубрике «Муза и музей» мы вас погрузим в советское детство. Запах хвои, вата с блестками под елками и ожидание Деда Мороза с подарками. Новогоднее настроение нам подарит картина «Зажгли елку» Михаила Бугача. Волшебство Нового года складывается из 1000 мелочей.
Это и запах мандаринов, запах елки, это семейные традиции, это как такая праздничная суета и, конечно же, ожидание чуда и чего-то хорошего. И вот в картинах художников Новый год, он разный, но у всех в картинах есть одно общее начало. Это, конечно, радость, мир и счастье. Вот также на картине художника Юрия Петровича Кугача «Зажгли елку» мы видим ощущение предновогоднее такое, ощущение ожидания чего-то хорошего, ощущение чуда предновогоднего. И сразу вспоминаются строки и песенок про Новый год, и стихи советской поэтессы Елены Благининой, что за елка это диво, как нарядно, как красиво. Огоньки зажгли на ней сотни тысяч огней. И в картине стоят дети, замерев у елки в ожидании какого-то чуда, разглядывая игрушки. Их завораживает этот цвет, гирлянд. И, кстати, сказать, что все посетители музея никогда не обходят эту картину. Они всегда возле нее останавливаются и также замирают, как и дети в этой картине. Начинают разглядывать в тишине эту елку и эти игрушки советских времен. Картина написана в 1974 году. И это наше детство, такая ностальгия по детству, по этому празднику. И чем удивителен этот художник Юрий Кугач, он писал очень правдиво, очень реалистично и проникновенно. Его работа находится во многих музеях нашей страны. Он является большим патриотом, и вот он стоял на пути развития реалистической живописной школы. Вот такая замечательная картина, прямо вспомнила свое детство. Друзья, у нас прямо летят на наш WhatsApp поздравления, будем читать сегодня весь эфир. Итак, первое поздравление. Сердечно поздравляем с днем рождения Потапову Марию Афанасьевну из села Беттенкёс Верхоянского района. Желаем крепкого здоровья, благополучия, всех благ. Муж, дети, внуки. Вот так вот поздравляем с днем рождения. Так, следующее поздравление, наверное, да? Давай. Сейчас откроем. Любимую жену Сардану Викторовну поздравляю с днем рождения. Желаю счастья, здоровья и удачи. Я тебя очень люблю. Муж. Сардана Присоединяемся Викторовна, к поздравлениям. Да. Поздравляем вас. Тема следующего разговора – 70-летие Якутского научного центра СОРАН. И у нас в гостях Михаил Лебедев, председатель Федерального исследовательского центра, Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук, член-корреспондент РАН. Доброе Михаил утро. Петрович, доброе утро. Как предновогоднее настроение? Прекрасно. Вы хотели начать с поздравления, да? Дорогие жители нашей прекрасной республики, я хочу поздравить наступающим Новым годом, потому что мы провожаем значимый год и встречаем новый 2020 год. Пусть этот год будет годом побед, удач, чтобы в этом году ваши коллеги, ваши родные вас только радовали своими победами. Замечательные слова, настраивают на боевой лад, на новые свершения. Михаил Петрович, в этом году Якутскому научному центру исполнилось 70 лет. И юбилейный этот год, год науки, произошла крупная реструктуризация. Вот расскажите про это. Какие у вас там изменения? Ну, если очень коротко по истории, то да, действительно, вот в 1949 году по постановлению правительства Советского Союза была организована якутская база, якутский филиал Академии наук Советского Союза. И вот в этом году мы отмечали 70-летие Якутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук. Были проведены очень много научных мероприятий, научно-организационных мероприятий. Мы считаем год значимый, потому что именно вот год 70-летия организации Якутского научного центра. Также в этом году по приказу Министерства науки и высшего образования Российской Федерации образован Федеральный исследовательский центр. Якутский научный центр. Всех собрали? Да, вот 7 институтов объединились в составе
Якутского научного центра. На самом деле эти мероприятия увязаны вот с реформой Российской академии наук, которая началась еще в 2014 году. Главная задача объединения заключается в том, чтобы выполнять междисциплинарные программы и проекты. То есть сотрудничать, да, получается? Да, получается, что 7 научных институтов, у всех разные научные направления, у всех свой спектр направлений исследований. И вот на данный момент необходимо консолидировать наши усилия, наши научные направления, настроить наших сотрудников, коллективов, чтобы были уже получены единые, комплексные результаты. Ну, вас ждет прекрасный период нового становления и сотрудничества. А вообще, Михаил Петрович, какие мероприятия реализуются вот в рамках вашего центра? Ну, надо сказать, что вот за 70 лет в Якутском научном центре организованы, образованы очень серьезные, значимые, конкурентоспособные научные школы. Это научные школы академиков Черского, Мельникова, Крымского, Ларионова и многих-многих других. И еще один значимый момент этого года. Мы в этом году, в уходящем 2019 году, отметили 90-летие член-корреспондента Российской академии наук, профессора, доктора биологических наук Никиты Гавриловича Соломонова. И приуроченные к данной прекрасной дате были проведены и конференции, и многие научно-организационные мероприятия, многие встречи. Это ученых мужей. Ученых мужей. И самое главное, Никита Гаврилович-то до сих пор пышет идеями. Фонтанирует, да? Фонтанирует. Ну, это прекрасно. Да, это прекрасно. Это прекрасный пример для нашей молодежи. Ну, правильно говорят, если мозг работает, то и тело не стареет, правильно? Обязательно. И хотелось бы еще услышать про федеральный нацпроект «Наука». Расскажите. Что это за проект такой? Вот, ну, последнее время мы все знаем, в нашей стране определены большие программы, это национальные проекты, и мы как ученые, мы как исследователи, конечно, следим за развитием национального проекта «Наука». Вот в рамках этой программы есть несколько проектов. Один из них является организацией участия в научно-образовательном центре мирового уровня, НОЦ мирового уровня. И надо отметить, что вот в нашей республике составляющие вот науки и образования очень значимые. Ну, во-первых, фундаментальная наука, это научный центр, научные коллективы Российской академии наук, Сибирского отделения и федеральный университет, Северо-Восточный федеральный университет, где также очень серьезные и научные школы, и образовательные школы. Поэтому мы очень уверены, что вот научно-образовательный центр будет успешным и будет конкурировать, и будет участвовать в конкурсе. Но он уже конкурирует, насколько я знаю, да? Уже замечательная программа встреч. и нашего правительства, и замечательные у вас изменения. Я надеюсь, что я уверена, что через несколько лет вы просто поразите нас всех своими результатами. Михаил Петрович, ну вас с наступающим годом, Спасибо. Новым годом. Да. Вам всех успехов в наступающем году. Вам также успехов. Друзья, но мы не прощаемся, И прерываемся. переходим на короткий перерыв. Доброе утро, друзья! 27 декабря, пятница. Отличное настроение, надеюсь, у всех. И еще одно сообщение мы хотели бы прочитать нашего дорогого брата Даниила Ивановича с днем рождения. Здоровья, счастья, благополучия тебе и твоей семье. Карьерного роста на работе, удачи, креатива, позитива во всем. Праздничного настроения и всего наилучшего во всем свете. С наилучшими пожеланиями, твои родные. Ох, по-моему, сегодня так много день рождения справляют люди. Друзья, это отличные новости, отличные настроения, отличные даты и поводы. Ну, а сейчас пришло время узнать о том, какие новости у нас на сегодняшнее утро.
В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Доброе утро. Президент России Владимир Путин провел заседание Государственного совета, посвященное аграрной политике государства. На повестке дня вопросы эффективного сельхозпроизводства и развития сельских территорий. Участие в заседании принял и глава Якутии Айсен Николаев. Комментируя итоги собрания, он отметил, цитата, «То, что вопросы развития сельских территорий и отраслей сельского хозяйства рассмотрены на заседании Госсовета, показывают, какое важное место для развития страны в целом занимает сельское хозяйство». Конец цитаты. Также глава региона добавил, что продолжается плановая газификация населенных пунктов в Чурапчинском, Горном, Ленском и других районах. С 2020 года в Якутии начнет действовать государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия до 2024 года. Национальный парк Кыталык создали в Алайховском районе Якутии. Такое решение было принято правительством России. Площадь парка почти 2 миллиона гектаров. Территория включает наиболее ценные части природного заказника Кыталык и одноименного местного резервата. Это второй по счету национальный парк федерального значения в Якутии в рамках национального проекта «Экология», старт которому дал президент страны Владимир Путин. Первым такой статус на территории региона получил парк Ленские столбы. И особое, конечно, внимание связано с тем, что в нашем вновь созданном национальном парке Кыталык гнездятся подавляющее большинство всех стерхов, которые на планете сейчас живут. Это такой международный проект в Алайховском районе находится. Мы, безусловно, будем прилагать усилия, уверены, что с приданием статуса федерального национальный парк получит и возможность укрепить материальную базу, организационные возможности расширить. Ну и мы будем повышать доступность этого парка, делать его одной из точек, которая будет привлекать туристов на территорию Республики Саха-Якутия. К слову, посещение Ленских столбов без разрешения запрещено. Об этом напоминает руководство национального парка. Получить его и ознакомиться с правилами нахождения можно в головном офисе в Якутске или визит-центре в Покровске до начала новогодних праздников. Если госинспектор обнаружит так называемых диких туристов, то он составит протокол об административных правонарушениях. В этом случае штраф для граждан составит от 3 до 4 тысяч рублей, а для должностных и юридических лиц в разы больше. К тому же посещение парка в ближайшее время проблематично из-за неготовности ледовой переправы Батамай-Лабыджа, ведущей к подножью Ленских столбов. Ее начнут обустраивать после новогодних выходных перед открытием зимнего туристического сезона, предварительно во второй половине января. Туристам мы на сегодняшний день советуем воздержаться, потому что это риски для жизни и здоровья вас и ваших гостей, ваших близких. До конца не очищены от наледи и снега смотровая площадка на местности Лабыджа. Это смотровая площадка на Ленских столбах. И, конечно, надо дождаться открытия туристического сезона. В пансионате для престарелых в Якутске выступил хор профсоюза медиков «Вдохновение». Для постояльцев они исполнили духовные, классические, а также новогодние песни. Сегодня в составе хора 40 работников системы здравоохранения. В их репертуар входят народные, военные песни и современная музыка. На протяжении 20 лет творческий коллектив активно участвует в профсоюзных мероприятиях, хоровых фестивалях. Артисты регулярно посещают с концертом социальные учреждения. В частном пансионате для престарелых, где они побывали, в данное время проживают 46 человек. Учреждение рассчитано на 63 места, есть круглосуточные койки и дневной стационар. Мы каждый день, можно сказать, работаем в этой суете и забываем о тех людях, которые нуждаются во внимании, в какой-то заботе, в тепле. И вот в конец года мы решили сделать приятное людям, приятно их душам, поднять им настроение, чтобы они почувствовали себя счастливыми, потому что музыка, она очень поднимает настроение, дает вдохновение, дает веру, надежду на светлое, на чистое. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Вначале.
Друзья, ну а мы продолжаем наш эфир. Как мы уже сказали в начале нашей программы, сегодня свой профессиональный праздник отмечает служба МЧС России. И мы рады поздравить и приветствовать в нашей студии вот таких замечательных, бравых, красивых мужчин. У нас в гостях Василий Васильевич Тарский, первый заместитель начальника службы спасения Республики Саха-Якутия, Арман Крутихин, спасатель 1 класса, и Алексей Тарасов, начальник Колымского поисково-спасательного отряда, спасатель 2 класса. Доброе утро и вас с профпраздником. Доброе утро. Доброе утро. Прежде всего, я поздравляю всех спасателей Якутии, ветеранов, работников спасательных служб Республики Саха-Якутия, а также волонтеров профессиональным праздником Днем спасателя Российской Федерации. Желаю крепкого здоровья, успехов в работе, семейного благополучия, а также, как мы говорим и желаем, чтобы были только учебные выезда. Да, чтобы поменьше работы было на самом деле, да? Да, спасатели России отмечают свой профессиональный праздник. С какими итогами вы завершаете год? Ну вот, уходящий год, как всегда, у нас нелегкий получился в плане оперативной деятельности службы спасения Республики Саха-Якутия. Так мы в течение года совершили 247 выездов на аварийно-спасательные работы, при этом спасли 414 человек. Ну, здесь надо сказать, что мы на 300 выездов уменьшили боевые выезды по сравнению с прошлым годом, но зато увеличили профилактику. И говорим о том, что чем больше мы проводим профилактические и превентивные работы, тем у нас уменьшаются боевые выезды. И потому вот объявленный 2020 год главой Республики Саха-Якутия Арсением Сергеевичем Николаевым год патриотизма мы приняли очень с радостью, поскольку формирование культуры безопасности, а это означает, что умение защищать себя и спасать других, это тоже является частью патриотизма, патриотического воспитания. Поэтому мы в 2020 году будем в этом плане планируем большую работу провести в реализации данного указа главы республики. Смотрите, у нас сейчас на экране идут фотографии из ваших рабочих будней. И я увидела там несколько интересных аппаратов. Вот насколько технически оснащена ваша служба, что есть, скажем, в вашем, не знаю, как сказать, в запасе, что у вас есть, чем оперируете? Ну, мы работаем программным методом управления. Работает в республике государственная программа. Координатором и исполнителем является Государственный комитет по обеспечению безопасности жизненной деятельности населения Республики Саха-Якутия. И планово мы совершенствуем, планомерно развиваем наше техническое оснащение. Буквально вот сегодня в 2 часа мы торжественно открываем водолазный барокомплекс, который является в Сибири и Дальнем Востоке только 3-м и в республике единственным. Для чего он нужен? Что это водолазный барокомплекс предназначен для проведения обучения, регулярного тренировки спасателей фактором повышенного давления, а также для лечения и профилактики специфических болезней, связанных с профессиональной деятельностью водолазов при работе в условиях повышенного давления. Поэтому это очень важный вопрос, и это все сделано благодаря главы республики помощью правительству Республики Саха-Якутия. Огромное им спасибо. И вот у ребят хотел спросить, ну работа психологически очень сложная, да? Как вы справляетесь со стрессом? Ну, начнем с того, что для себя надо просто это не очень сильно принимать к сердцу. Вот. Ну, у нас на работе есть психологическая комната, массажерное кресло. После работы мы разгружаемся так. Дома это там кто-то хобби каким-то занимается, рыбалка, охота и так далее. Ну, как бы разгружается каждый как умеет. Психологическая комната, да, вот я думаю, она мега закрытая. Роман, но все равно же любите свою профессию, да? Ну да, у меня вот в следующем году, 1 августа, уже 15 лет будет. Я очень сильно люблю ее. А Алексей, как справляетесь со стрессом? То же самое, по-разному. Есть тоже комнаты отдыха. И, как бы сказать, семья. Семья, больше. Да?
Помогает вам? уверенность. Работа на работе, семья дома, да, и Ну, одно с всё другим равно, не смешивать, да? Когда возвращаемся с поисково-спасательной работы, все равно семья, дом, дети – это самый большой Приоритете. Да. Ну, смотрите, вы представляете Колымский район, да, получается. Какие особенности в вашем районе по работе? Ну, у нас лесотундра, как бы, тундровая зона и самая большая территория. У меня в Колымском войсково-спасательном отряде находится веренная территория 5 улусов. Это 3 Колымы, верхняя, средняя и, соответственно, нижняя Колыма и Аллаеховская, Абыйского района. Мы прикрываем наземным путем и воздушным, и наземным, и водным путем 3 района. Это 3 Колымы. А воздушным путем это у нас уже Аллаеховский, Абыйский. Это огромная территория, только на которую нужно вертолетах. контролировать. Ну, выезд только на вертолетах, так практически невозможно. А какие особенности в Якутске, допустим? О, здесь, наверное, Тут и людей побольше, скажем так, но все такое проблем побольше, централизованное. да? Но, Ну, тем не менее, какие особенности? В Якутске тут, получается, у нас есть город прикрывает дежурная смена, да? Выезда дальше по командировкам уже специальные отряды у нас собраны, поисковики, водолазы. И, грубо говоря, ну, Якутский это центр, это головной. И тут все специалисты, получается, уже разъезжаются. Кто-то по командировкам, кто-то город придерживает. Времени осталось совсем мало. Мы хотели бы вам оставить время на поздравления. Да, действительно, Василий Васильевич уже поздравил всех. Ребят, давайте тоже передавайте свои приветы родным, близким, коллегам. Ну, всех, конечно, с наступающим Новым годом, с Днем Спасателей. Сегодня во всей России праздник. Ребята, всех с праздником. Ну, во-первых, поздравлю своих руководителей с профессиональным праздником и своих земляков. И хотелось бы пожелать на наступающий Новый год счастья, удачи, любви. Спасибо. Большое спасибо, вас с праздником. Да. Мы И переходим спасибо за на вашу перерыв. работу. Не переключайтесь. Доброе утро, наши телезрители. С вами передача «Новый день». Я думаю, сейчас стоит напомнить нашим зрителям о погоде на сегодняшний день. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в 6 часов утра центральные улусы минус 34, минус 45, днем минус 34, минус 47. Заречье минус 46, минус 50, днем минус 43, минус 47. Южные улусы минус 25, минус 36, днем минус 26, минус 28. Вилюйские улусы минус 29, минус 36, днем минус 24, минус 31. Нижнеленские улусы минус 33, минус 38, минус 38, минус 43 днем. Западные улусы минус 25, минус 27, днем минус 24, минус 29. Колымо-Индигирские улусы минус 24, минус 49, днем минус 28, минус 37. Янские улусы минус 44, минус 47, днем минус 27, минус 41. Северо-западные улусы минус 28, минус 33, днем минус 30, минус 39. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха минус 46, минус 48 градусов. Атмосферное давление 769 миллиметров ртутного столба. Ветер северный 1-2 метра в секунду. Днем ожидается минус 43, минус 45 градусов. Ну, приморозило. Приморозило, да. Ощущается, когда идешь утром. Но я думаю, что наших телезрителей греет любовь в сердцах. Вот сколько сообщений у нас идет. И подштанники. Так, у нас следующее сообщение. Здравствуйте. Мы встречаем Новый год в семейном кругу. Просто чай, питье чая. Да? Поздравляем всех жителей с Новым годом. Желаем всего хорошего, счастья, благополучия. Главное – здоровья. Галина Петровна и Иннокентий Егорович Титовы. С Тюнгелем. Спасибо вам, Титовы, за привет, и вам тоже хорошего настроения в празднике. Ну, а сейчас наша постоянная рубрика «Вакансии». Если кто-то ищет работу, внимание на экран. Итак, требуется делопроизводитель со знанием основных положений единой государственной системы делопроизводства. Уверенный пользователь компьютера и офисной техники. Зарплата 30 тысяч рублей. Инспектора предрейсового осмотра водителей, образование медицинское, фельдшера, обязательное условие наличия сертификата
к осуществлению предрейсовых осмотров водительского осмотра. Заработная плата 28 200. Системный администратор, опыт работы от 1 года, профессиональное образование, ответственность, исполнительность и мобильность, зарплата 34 500 рублей. Эти и другие вакансии вы можете посмотреть на сайте биржи труда и уточниться, куда можно позвонить, куда можно написать и отправить свое резюме. Да. Бальные танцы, наверное, самый грациозный и эстетический вид спорта. Этот спорт требует немалых затрат силы и энергии. В то же время это искусство завораживающее и красивое. Бальный танец – это книга, которую хочется прочитать на одном дыхании. Это музыка, которая обволакивает и уносит далеко-далеко в мир грез и мечтаний. Первые шаги всегда трогательны и волнительны. В мире спорта они особенно эмоционально насыщены. Родители волнуются, тренеры дают последние наставления, ребята оттачивают свои движения. Готовясь к турниру, жюри беспристрастно оценивает выступления юных спортсменов. В преддверии Нового года состоялся республиканский турнир «Первые шаги», организованный клубом «Надежда», на котором впервые на паркете выступили сотни юных спортсменов, воспитанников школ бальных танцев со всей республики. Вальс, ча-ча-ча, квикстеп, румба и другие. Все это мир спорта и красоты, мир эмоций и побед. Вот такое настроение танцевальное, а мы продолжаем наш эфир. Да. И тема нашего последнего разговора – «Закаленная Россия, здоровая нация». У нас в гостях моржи. Да, Николай Сафронеев, руководитель общественной организации ЗОЖ и закаливания Саха-Моржи, и Марианна Красанаева, член общественной организации Саха-Моржи. Доброе утро. Доброе Как у утро. вас настроение? Доброе утро. Ну, вы, наверное, вообще не болеете. Ну, как сказать, в здоровом духе, здоровое тело. И наоборот, да. У вас 29 декабря какой-то очень важный повод. Расскажите про это. 29 воскресенья, начало будет в 11 часов у нас. И начиная с Камчатки до Калининграда будет общероссийская акция «Закаленная Россия, здоровая страна». То есть все, начиная с Камчатки, будут окунаться кто в море, кто в океане, кто в каких водоемах, кто обливаться водой. Синхронно Вот, да. в одно и то же время? В 11 часов местного времени. Ага. То есть как поэтапно вот так пойдет. Ну а цель акции? Привлечь Цель внимание акции тех, кто да, кутается? привлечь людей, привлечь молодежь к здоровому образу жизни, к закаливанию, чтобы показать людям, что через закаливание приходит здоровье. Да, вот, ну, вообще расскажите, вот что такое моржевание с точки зрения медицины? Что дает организм? Как это работает? Ну, во-первых, можно сказать, что с 11 градусов и ниже уже вода становится целебной. Это уже научно доказано. Целебной. Да, целебной становится, то есть уже прохладная вода. И чем холоднее, тем целебнее. 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 Вот, мы сейчас каждый день вот окунаемся. Конечно, сейчас это очень Минус 48 тоже? экстремально. Да, вот вчера наш термометр показал минус 53. На речке всегда там холоднее. ветер, конечно. Там всегда холоднее. Ага.
И вот купались вчера. Мне кажется, вот пока сегодня от какой-то будем. площадки до проруби добежишь, там уже все замерзает. А вот скажите, вот на воздух получается, да, температура там, ну, сколько? Разница Допустим, между сегодня водой минус и 45, да, воздухом, минус да, то 48. есть- а вода? А сколько температура в воде? Ну, в воде она плюсовая, ниже, а выше уже где-то, наверное, уже приближается к минусу, потому что когда покрывается льдом, Ага, уже остывает, да? минусовая становится. Ну, вообще, конечно... Постоянно циркулирует, поэтому как бы не замерзает, да? Да, Вниз вот, снизу. ну, вверх-то всегда замерзает. Ага, Ну, вверх, да. Под На ноль самом идет. деле я сейчас просто думаю, как туда окунаться в открытом воздухе, потому что я окунаюсь в купель, но все-таки ее покрывают, да, получается? Вот. Не знаю, мне прям мурашки идут. Вот как раз у нас... Ну, вы-то да. закаленные, Вот конечно. как раз у нас мечта, чтобы не сильно так экстремально, как мы, заниматься этим. Есть и желающие, очень много желающих, которые бы хотели бы иметь, чтобы мы имели дом. Мы хотим иметь дом. Закрытый, да? Что-то закрытое, как купель. Хорошо, чтобы всю смотрите. зиму Ну, я купаться. смотрю, что у вас очень большое общество, у нас сейчас фотографии на экране идут, да? А все-таки важно сказать, мы сказали о плюсах, что тело закаливается, но Да. есть же, наверное, какие-то медицинские моменты, которые стоит учесть. Есть противопоказания? Наверное, Марьяна, да? Ну, я закаливанием занимаюсь с 96-го года. Тогда были большие проблемы со здоровьем. И я начала обливаться в Холодной зимний водой. период на улице холодной водой. И где-то через месяцев 9-10 я выздоровела окончательно. Ничего себе, да. Моржевать стала 16-го года. И мне очень нравится. Каждый день ходим в прорубь, купаемся. Каждый день? О, Это боже. получается утренняя процедура? Да, утренние процедуры встаю, и в 8:30 идем купаться. А если пропустил? Ну, можно пропустить, конечно. Не страшно, да? Если организм... Вы всей семьей, получается, закаливаетесь, да, моржуете? Или Или по с отдельным, друзьями? в смысле, я сама с моей семьи-то. Ага. Мгм. Вы Да. своих близких не заставляете? Но если сестру Про свою отца скажи. уговариваю, чтобы хотя бы обливалась в ванной. Ага. Для нее моржевание это очень сложно. Всем не рекомендую моржевать, это очень сложно. И при нашей экстремальных морозах очень опасно. Поэтому хотя бы, чтобы люди обливались в ванной, чтобы В поправлять ванне как мы здоровье. это делаем? Мы заходим, берем, набираем Ведро холодной воды или под душ можно стоять. А насколько холодный? Ну, что идет из-под Да, крана, ну вот, тем и обливаться. Сколько минут нужно выдержать эту экзекуцию? Раз облился и Иногда, пошел. когда я не иду, на проруби не иду, наливаю ведро холодной водой и обливаюсь. С макушки это нужно делать? макушки. Макушки Да. обязательно. Расскажите про акцию «Закаленная Россия. Здоровая страна». Вот как раз 29-го начинается. Это общероссийская акция будет, чтобы привлечь людей в закаливание. И каждый год будет теперь. Это инициатором выступила общероссийская федерация зимнего плавания. Там президент их Сиденко, это основной адмирал. Вот. И вот они как раз начали вот это движение. А сколько у нас моржей в городе и общаетесь ли вы с коллегами из других городов? Ну, у нас в городе, у нас где-то около 20, потому что некоторые, вот когда экстремальная зима, уже морозы приходят, некоторые немножко ждут весну, где немножко потеплее, да? Для новых моржей вот эти сильные Экстремальные морозы, морозы. им как бы опасно ходить. Да. Вот они только летом начали, поэтому мы им советуем подождать теплую погоду, и чтоб Ну, они, конечно, да, вы-то уже сейчас по экстремально. много лет занимаетесь, И да? мы на морозе, возле проруби одеваемся. Это очень сложно для них, поэтому пока их остановили. И Чё, поэтому а- сейчас 5-6 человек пока здесь купаемся. Есть чарапчинские моржи. Да, Тускул. У их группе исполнилось 25 лет. Ихнему руководителю 90 лет. Афанасий Дмитриевич Дорофеев сам занимается 50 лет закаливанием. Теоретически, практически он все знает о моржевании. Я сама начала в Чарапче в 2016 году под его руководством. Поэтому, не боясь, Еще хожу. один из знаменитых моржей Да, Тарас он Лукич. самый знаменитый морж Якутии. Да. Ну, то есть, Опытный. если наши телезрители все-таки решились, надо просто к вам обратиться, вы научите, вы все тонкости объясните. Да. Ну, смотрите, замечательная у вас инициатива, но мы хотим вам дать возможность еще и передать привет вашим коллегам и близким. Поздравляйте с Новым годом! Всех хочется поздравить с наступающим Новым годом, чтобы не болели и чтобы, конечно, присоединились к нам. Начинаем всегда с лета, и вот с лета и становитесь моржами.
Я не буду рекомендовать всех становиться моржами. Очень опасно, конечно. Прежде всего, надо рекомендации врача, сходить, да, консультироваться. И хочу передать привет и новогодние пожелания своим родственникам, подругам, друзьям, кто меня знает. И привет передам моржам Чебди группы Чурапчи. Ну что ж, в здоровом теле здоровый дух. Друзья, оставайтесь на нашем канале. Дальше якутский блог.